Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий». Программу для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. У сегодняшнего события много лиц. Это нерюнгринцы, жители города Нерюнгри и Нерюнгринского района. Городу и району 6 ноября исполнилось 40 лет. И похоже, что так называемый кризис среднего возраста, разумеется, по человеческим меркам, Нерюнгри уже миновал. Горно-обогатительный комбинат Инаглинский дает жизнь Нерюнгри на многие десятилетия вперед. Я надеюсь, что очередное восстановление промышленного освоения территории Южной Якутии – это всерьез и надолго. Я желаю строителям, я желаю угольщикам, я желаю предприятию «Колмар» успешной работы, чтобы слова не расходились с делом, чтобы хорошие слова, они подкреплялись хорошими производственными показателями, чтобы люди здесь обосновывались, чтобы люди были здесь в достатке, чтобы они чувствовали себя в комфорте и чтобы они были уверены в своем завтрашнем дне. Самое главное в том, что мы давно знаем, что необходимо срочно решать вопросы по замене выбывающих мощностей производственных, которые у нас есть в городе Нерюнгри, для того, чтобы город жил, для того, чтобы другие производства заместили наш знаменитый угольный разрез Нерюнгринский, для того, чтобы на смену нашему трудовому коллективу Якутугля и рядом с ним появились новые предприятия. Компания «Колмар», как раз такое предприятие, реализует инвестпроект ГОК Инаглинский на территории Нерюнгринского района. По оценкам специалистов, Инаглинский занимает первое место в рейтинге Агентства инвестиционного развития среди проектов на Дальнем Востоке. В числе его конкурентных преимуществ – значительные балансовые запасы высококачественного, коксующегося угля для многолетней обработки. И это реально может стать причиной резкого скачка в развитии региональной экономики. А что это означает? 4000 семей или порядка 15 тысяч человек будут жить, будут пользоваться благами. Это достойная заработная плата и это движение вперед. Все, что мы сегодня с вами видим, это сделано за 1 год. Сделано силами нашего коллектива, сделано при активной поддержке республики, сделано при активной поддержке правительства Российской Федерации, реализована программа частно-государственного партнерства по строительству железнодорожной станции, реализуется программа частно-государственного партнерства по строительству линии электропередач. Вы, конечно, уже поняли, что совсем не случайно важной и первой частью юбилейных торжеств стало открытие погрузочной железнодорожной станции горно-обогатительного комбината Инаглинский. И состав, груженный углем, горделиво и терпеливо ждал сигнала к отправке первого маршрута. Мне часто вспоминается афоризм известного американского телеведущего Ларри Кинга: «Будущее сегодня не то, что раньше». Каким оно виделось тем первым нерюнгринцам? Самое время оглянуться назад. У меня в руках юбилейное, подарочное издание к 40-летию Нерюнгри. В этой книге залежи драгоценных, нет неископаемых, свидетельств, воспоминаний, фотографий, документов. 6 ноября 1975 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего поселка Нерюнгри Алданского района Якутской АССР в город республиканского подчинения. Говоря о том, как строился Нерюнгри, часто упоминаются слова «первый», «уникальный». Именно в нашем городе появились первый в республике детсад с бассейном, крупнейшая школа во всей Якутии. Была сдана первая очередь обогатительной фабрики. Потребителям ушел первый эшелон коксового концентрата. И за всем этим стояли люди, рядовые трудяги. В новом городе все должно быть прекрасно. Здания и площади, скверы и дороги, а главное – люди и человеческие отношения. В 1975 году сюда хлынул целый поток молодых энтузиастов. По статистическим данным, на 1 января в Нерюнгри проживало около 2000 человек. Через год численность увеличилась в 2,7 раза, а к 1978 году достигла уже 16 324 человек.
первому дню рождения в Нерюнгри сдали в постоянную эксплуатацию первые 5 деревянных домов, куда заселили 327 человек. Убрали 21 палатку. Да, деревянные дома были нужны Нерюнгри, но в мечтах он виделся совсем иным, белокаменным, со взметающимися ввысь этажами, с широкими проспектами и улицами, со светлыми площадями. Ведь город они строили не только для себя, но и для своих детей и внуков. А рождаемость в те годы была одной из самых высоких во всей стране. Демографы были в шоке от этого, и сюда приезжали специалисты, чтобы изучить такой феномен. А все было, в общем-то, просто. Люди встречались, люди влюблялись, люди создавали семьи. В 1976 году сыграли 165 свадеб, а в 1977 году уже 276. За 2 года на свет появились 587 маленьких нерюнгринцев. Все просто еще и потому, что до 31 декабря 1979 года в Нерюнгре не было телевидения. И еще наверняка желание иметь сына, продолжателя, породило множество дочерей. А сегодня уже дети тех детей со сцены юбилейного вечера по-взрослому, почти по-взрослому, рассуждают о мегапроектах. Нерюнгринский наш район мегапроектами силен, и технически, и кадром он мощно оснащен. Что это за мегапроекты? Объясни ребятам. Это то, что город наш делает богатым. В этом же заключается одна из задач корпорации развития Южной Якутии, которая работает над привлечением средств государства для создания инфраструктуры промышленных объектов. Вот сегодня мы были свидетелями запуска первого такого инфраструктурного объекта железнодорожной линии Чульбас и Наглинский угольный комплекс. Вот. Следующим по очереди будет таежный комбинат. Кроме того, для нас актуальной, особенно в последнее время, в связи с тяжелым положением на рынках стали и угля, подготовка и реализация проектов, которые позволили бы диверсифицировать экономику региона. Вот. И мы считаем, что наиболее приемлемыми для этого являются проекты небольшого, среднего, скажем так, масштаба, которые хорошо упаковываются в индустриальные парки. Что нужно для того, чтобы эти проекты реализовывались? Прежде всего, нужно определиться с рынками сбыта и с инвесторами. Мы в этой ситуации вот последние 2 года активно прорабатывали китайское направление. Совместное предприятие наше будет учреждено до конца этого года в форме общества с ограниченной ответственностью, зарегистрировано в городе Якутске. И его задача на первом этапе будет отбор перспективных проектов для китайских инвесторов. А затем с помощью нашего китайского участника мы будем привлекать средства для реализации этих проектов. Но из-за сопок и терриконов, скрывающих оптимистичное будущее, вернемся в актуальное настоящее юбиляров – Нерюнгри и Нерюнгринского района. Сегодня второй блок акушерского отделения, родильного отделения мы вводим в эксплуатацию после капитального ремонта. Стоит, наверное, слова благодарности сказать нашему правительству, опять же республиканскому, о том, что поселок Чульман включили в программу «Земские докторы». Теперь в рабочем поселке Чульман с 9,5 тысяч населения нет проблемы с врачами, с кадрами. Потому что включили в программу, за 1 год мы решили проблему с кадрами. Есть определенные проблемы в здравоохранении в городе здесь, но они решаемые, планомерно решаются. И я думаю, они за определенный отрезок времени будут решены. Что касается ЖКХ, мы создали в наших проблемных поселениях межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального комплекса. То есть маленькие муниципалитеты, имея скудные бюджеты, не могли выкарабкаться из долговой ямы от энергетиков и от угольщиков. В силу определенных обстоятельств. Это не потому, что энергетики и угольщики плохие, а просто складывается экономическая ситуация такая. Мы создали межмуниципальное предприятие, куда вошли поселение и район. И теперь район имеет полное право помогать этим поселениям, не нарушая бюджетное законодательство. Что касается ветхого жилья, то программа заработала, программа действует и будет реализована, я в этом не сомневаюсь. Теперь у нас выплывают первоочередные, наверное, задачи другие, чтобы мы попали в программу моногородов в первый список, а не во второй. Чтобы мы попали в программу
федеральную по переселению зоны БАМа. Наши поселки Беркакит, Чульман, в том числе и город Нерюнгри. Да. У нас теперь стоит проблема с питьевой водой. Проблемы же, они же не останавливаются на месте, они постоянно прирастают. Нет, наверное, они не прирастают, иначе мы бы в них давно утонули. Они сменяются. Перелистана еще одна страница в жизни Нерюнгри, ставшего судьбой для тысяч людей. Мы привезли многочисленную делегацию сюда из центрального районов нашей страны, бывших наших нерюнгринцев, а теперь ветеранов, и в том числе из нашей столицы, из Якутска. Это связь поколений. Я всегда не устаю подтверждать утверждать тех, кто не помнит своего прошлого, у тех нет будущего. Связь поколений просматривается в том, что сегодня открыт памятник Черяеву Гаврилу Осичу, который стоял у истоков, и благодаря его, наверное, титаническому труду пробито освоение или начало строительства Южно-Якутского топливного комплекса, потому что в те времена, во времена СССР, иметь свое мнение дорогого стоило, он не боялся этого делать. Долгосрочная перспектива развития региона связана прежде всего с использованием потенциала топливно-энергетического комплекса. На каждом мероприятии много слов говорилось об угледобыче, о месторождениях и бассейнах, об освоении Эльгинского угольного комплекса, о крупных корпорациях Якутуголь, Колмар, Нерюнгринская ГРЭС. Были даны рекомендации круглого стола на тему о мерах по дальнейшему комплексному социально-экономическому развитию Южной Якутии. Но чаще, все-таки, звучали слова поздравлений. Нерюнгри – город спортивных и культурных достижений, город талантов и мастеров. А мои чувства легко выразить пушкинскими словами. Через год опять заеду и влюблюсь до ноября. До следующего дня рождения, юный Нерюнгри. По состоянию на октябрь 2015 года в России насчитывается 1113 городов. Но, как поется в гимне одного из них, точнее в гимне района, все дороги ведут в Нерюнгринский район. Правда, ведут они как сюда, так и отсюда. Нам пора прощаться. Сегодняшний выпуск «Арены событий» завершен. В следующий четверг, 12 ноября, поговорим с вами о системе закупок в республике. «Арена событий» – программа для тех, кто хочет знать события в лицо. До свидания.